Отец настоящий киргиз, Темирбек Болаталы, это выходец из Кунту. Мама у меня очень красивая, статная, это внучка Фетисова. Фетисов, вы знаете, Дзержинский дубовый парк. Дедушка маме, это для меня как прадед. А вот самое интересное то, что мама полуузбечка, полурусская же, получается, бабушка-то русская. В школьные годы я увлекся рисованием. Я рисовал, я скульптурой занимался. А потом после 10 класса и получилось так, что вызвали военкомат, сказали, что мы тебя отправляем в военное училище. Но думаю, а тогда было в моде, все приезжали в погонах, курсанты, красивые, девочки за ними бегали все. Но думаю, ну раз попадаю, поеду в Ленинград. Но в военкомате стал заполнять анкету, там есть параграф такой «Отец». Вот про отца я хочу сказать, что когда я сказал, что он в 1937 году был арестован, тут же капитан меня сказал: вставайте, идите отсюда. Я ушел. Отец у меня был министр, в то время назывался наркомом. Он вначале работал в Москве консулом. Когда выгнали из военкомата, я настроение отъеду. Сейчас Росдрамтеатр, это бывший оперный театр, народу, человек 300, наверное. Я говорю, что тут случилось? Прослушивание идет в консерваторию и отбор студентов в ГИТИС. Проучился, но, по правде говоря, мы учились очень усердно, хорошо. Я могу сейчас вот твердо убежденно сказать, что в честь республики мы думали, что раз нас отправили учиться, надо все-таки сделать все возможное. Дипломный спектакль у меня был «Фигаро». Получил я за эту роль 5 и приехал в 1958 году сюда, стал солистом нашего оперного театра. Если начиная с 1958 года по 1988 год, 30 лет работы, основным моим партнером была Ирина Трихомель, красивая женщина, статная такая. Мы все любили ее. Первый, конечно, он. Природа его наградила интеллектом, благородством. Он создал прекрасный образ Евгения Онегина в опере Чайковского «Евгений Онегин», где я вместе с ним исполняла партию Татьяны. Он создал, я считаю, что вот до сих пор у нас есть исполнители в театре, но я считаю, что вот до сих пор в моем сознании осталось, что он самый лучший Евгений Онегин из всех баритонов. Зачем «Фауст» опера? Я пела партию Маргариты, он пел брата моего партию Валентин, тоже великолепно. Голос пел арию Валентина, Бельканта, Кантилена. Еще, конечно, он создавал еще характерные партии. Вот опера Чайковской «Черевички». Он создал прекрасный образ беса. Просто это же комическое. Он обладал еще не только, оказывается, еще имеет характерные партии. Создавал и пел великолепно. В опере «Отелло» он пел партию Яга. Я партию Дездемоны пела. Много, в общем, перечислять можно еще очень много. Самые любимые партии, вот именно, я считаю, вот именно по образу Свирид-Цирюльник и Онегин. Я люблю, потому что Онегин – это аристократ, это надо выдержка. А Сивильский – он живчик, на сцене должен все гореть огнем. Когда в советские времена гастроли были, наш театр выезжал в Сибирь, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Оренбург, Орск, где мы с большим успехом проходили наши гастроли. И, конечно, всегда моим партнером был Марлен Болталевич. Еще гастролировали в городе Сочи, в Киеве,
Украина. И, конечно, город Москва, где мы возили наши национальные оперы, и русские, и зарубежных классиков оперы, где Марлен Балталич пел все главные партии. В Советском Союзе, если мы приезжали в центральные гастроли, как Большой театр никогда не давал. Он давал на 10 дней, а вдруг нам дают целый месяц. Это не бывало для Большого театра срок. Одно время мы работали во дворце съездов в Москве, в Кремлевском дворце. Это престиж театра, потому что театр наш считали они один из лучших театров Советского Союза. Экспериментальные, впервые ставили все новые оперы, которые еще ни один театр не ставил. В этом отношении наш театр был, и коллектив был очень сильным. Отдохнуть на луне в их объятиях родных. Горем здесь измучен ты, не сбылись твои мечты. Там же нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Да, там нет борьбы с судьбой, там воскреснешь ты душой. Ко мне вернись, ко мне вернись. 4 года поработал там, выпустил двоих. Это вот Улуг Мурзаполутов, первый выпуск. И в 1967 году приглашают тоже в ЦК. Давайте. И впервые мы с Сарюки Избаевной, она вместе со мной, мы открыли кафедру сольного пения. Она долгое время работала заведующей кафедрой. Конечно, я считаю своей гордостью, вот по-настоящему, Чермаш Торобек, который известен по всей республике, он не только в Казахстане, стал лауреатом. Джамиля Раймбекова, замечательно, вот она дала здесь концерт, небывалый успех. Это настоящая европейская певица стала она, по-настоящему. Сейчас ее сестренка Заира Раймбекова. Вот недавно пела Заира в филармонии с симфоническим оркестром. Я впервые ушел удовлетворенный. Спасибо, вот так вот. Она настоящей певицей стала. Растет великолепный тенор Рысалиев Тохтоғұл. Моих студентов, которые заканчивают, это все мои дети. Для меня они как родные стали.
Кымбаттуу бүгүнкү маарикенин катышуучулары, кымбаттуу коноктор, мына бүгүн ушул сахнада 30 жылдан ашык өзүнүн эмгегин арнап, ушул чоң сахнада кыргыз классикалык искусствосун көтөрүүдө ополтоодой ат көтөргүс энергия, ошончолук эмгек өтөп өткөн биздин улуу инсаныбыз, биздин агайыбыз, улуу маэстробуз Марлен Болоталиевич Темирбековдун 90 жылдык маарике эскерүү кечесине кош келипсиздер. Марлен агай ушул өзүнүн кажыбас эмгеги менен ушул кыргыз искусствосуна башын албай, башын жерден көтөрбөй ушул эмгектенип көптөгөн классикалык партияларды, көптөгөн опералардын башкы кейпкерлерин аткаргандан кийин агай ушул өзүнүн педагогикалык жолунда көптөгөн чыгаан улуу ырчыларды кыргыз элине дайындап берди. Бул агайдын баскан жолу өзүңүздөр азыр кинодон көргөндөй тагдыры өтө татаал болгон, бирок ошого карабастан агайыбыз ушул кыргыз элине ак эмгегин өтөп, Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессору болуп, көптөгөн ушул окуучуларынын, силердей болгон, алтындай болгон көрүүчүлөрдүн, күйөрмандарынын эсинде калды. Тарыхы болбой эл болбойт, тамыры болбой жер болбойт дегендей, мына могу жакынкы Күнтүү айылынан келген, ушул жерде отурат Айылчиев, миллион аганы сахнага чакырып коеюн, туугандарынын атынан бир-эки ооз сөз айтам деп суранды эле. Келиңиз Айылчыга. Урматтуу меймандар, бүгүн биз улуу агабыздын кыргыз элине таанымал, кыргыз эстерине эмгек сиңирген артист, элдик артист Марлен агабыздын момдай 90 жылдык эскерүү кечесине келип отурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле мына ушул кечени уюштуруп жаткан, ушул кечени ушундай элдерди чогултуп кечени өткөрүүгө аракет кылган мындай жигиттерге дагы чоң рахматымды айткым келет. Ошентип агабыз шаарда өсүп, шаарда төрөлгөн, анын түпкү тиги өзүнүн бир туугандары, өзүнүн жери Күнтүү айылы болот. Мына ошол жерге агабыз барып келип жүргөнүн биз көрүп калдык, билип калдык. Ошондогу атактуу эң мыкты артисттер, операнын ырчылары да ал менен кошо барып, кошо чай ичип калышчу. Мен ошолорду билем азыр. Марлен агабыз болсо абдан жакшынакай адам эле. Эми өзү абдан таланттуу ырчы болуп, мына өзүнө окшогон ырчы балдарды, окуучуларды тарбиялап, өстүрүп, аларды ушундай чоң жолго салган мыкты адам экендигине биз абдан сыймыктанабыз. Джоаккино Россини, увертюра к опере «Севильский цирюльник». Исполняет оркестр Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, дирижер Захар Бутенко.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в легендарном зале Кыргызского национального ордена Владимира Ильича Ленина, Академическом театре оперы имени Абдыласа Малдыбаева, где сегодня, 15 ноября 2023 года, проходит вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста Кыргызской республики, кавалера ордена Данакер, профессора Марлена Балаталиевича Тимирбекова. Меня зовут Игорь Воронцов, и для меня сегодня большая честь провести вечер памяти нашего дорогого учителя. Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Марлена Балаталиевича покорила не одно поколение слушателей и нас, его учеников. Диапазон его возможностей необычайно широк. Оперы, неаполитанские песни, вокальные произведения кыргызских, русских и мировых композиторов. И его имя, несомненно, стало своеобразным символом нашего кыргызского искусства. Но, как говорится, обо всем по порядку. Я обязательно буду петь на большой сцене. Эта мысль посетила юного Марлена Тимирбекова, когда он впервые увидел выступление оперной дивы Сайрыки Избаевой из комнаты осветителя нашего оперного театра, куда пригласил его друг. Тогда будущий премьер еще и не представлял, каких творческих высот он достигнет и какие жизненные трудности и радости встретятся у него на пути. И сегодня, конечно, в течение всего вечера мы будем вспоминать и рассказывать о блистательной жизни Марлена Балаталиевича Тимирбекова. Сейчас с большим удовольствием я хочу пригласить на эту сцену одного из продолжателей, ученика Марлена Балаталиевича Тимирбекова, солиста нашего театра, а в данный момент еще и заведующего кафедрой сольного пения Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Малдыбасанова Таира Бейшеева. Для его, в первую очередь, приветственных слов. Поаплодируем. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. На самом деле я не очень привык говорить, больше петь, конечно, и заранее готовить речь я просто-напросто не умею. Но Игорь все, что лежало у меня на душе, уже сказал. На самом деле мы все, каждый из учеников, именно так относились к нашему учителю. И остается лишь добавить низкий поклон маэстро. Ну и так как сегодня от всей души хотел присутствовать ректор консерватории Муратбек Акимович Бегалиев, попросил сказать, что в начале декабря в консерватории состоится концерт-конференция памяти Марлена Балаталиевича Тимирбекова, на которой мы всех будем рады видеть. Спасибо. Джоакино Россини, ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник». У дирижерского пульта маэстро Захар Бутенко. Vascorrendo, vascorrendo,
ronzando, va ronzando, e le orecchie della gente s'introduci destramente alla testa di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuoriuscendo lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, bolla già loca, sembra il tono la tempesta che ne encende la foresta, va fischiando, brontolando e ti fanno rorcellar, alle fin travolta scoppia si propaga, si raddoppia e produce l'espressione come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un tumulto generale che fagliare di combattere, un tremoto temporale, un tumulto generale che fagliare a ribombare. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagella per gran sorte va crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagella per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagella per gran sorte va crepar. Sotto il pubblico flagella per gran sorte va crepar. Si va crepar. Si va crepar. Мы продолжаем наш вечер памяти и вспоминаем сегодня нашего дорогого учителя, а для многих из нас и второго отца. Молодой Марлен обладал целым рядом талантов. Хорошо рисовал, сочинял стихи, активно участвовал в художественной самодеятельности, став членом кружка при Министерстве сельского хозяйства. И в 1951 году в составе коллектива он участвовал во всесоюзном смотре художественной самодеятельности в Москве, где получил первую премию. В 1952 году Марлен Темирбеков успешно окончил среднюю школу номер 24, а в июле этого же года во Фрунзе для отбора абитуриентов в Московскую консерваторию приезжает декан вокального факультета профессор Гуга Тиц. И Марлен попадает на прослушивание к известному музыканту, ну и вскоре успешно зачисляется на первый курс Московской консерватории в класс великого профессора Василия Федоровича Карина-Вишкарева, который дал Марлену прекрасную вокальную школу, помог постичь многочисленные секреты актерского мастерства, научил выбирать оперные арии в соответствии с природой голоса. И все эти секреты дорогой Марлен Балталевич до конца своей жизни передавал нам. И сейчас я хочу пригласить на нашу сцену и открыть страничку русской вокальной музыки. Одним из любимых учеников нашего профессора, один из инициаторов нашего сегодняшнего вечера, народный артист Кыргызской республики Каимбек Кускаков, Александр Бородин, ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь». Дирижер, народный артист Кыргызской республики Нурманбет Полотов. Ни отдыха измученной душе, мне ночь не шлет.
прошлое я вновь переживаю. Один в тиши ночей, и Божья знамя угрозу, и бранной славы пир веселый, мою победу над врагом, и бранной славы горестный конец, погром и рану и мой плен, и гибель всех моих полков, честно за Родину головы сложивших. Погибло все, и честь моя, и слава, позором стал я земли родной. Плен, воспитный плен, вот удел отныне мой, да мысль, что все винят меня. О, дайте, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу.
своих автобиографических записках Марлен Балталевич рассказывал: «С 3-го курса я стал участвовать в постановках оперной студии. Студия была настоящим оперным театром. Оркестр, солисты, хор, дирижер, режиссер. Я приобрел опыт сценической работы и понимание дирижерского жеста. Раньше я любил танцевать европейские, узбекские, кавказские танцы, в частности лезгинку, и мне легко было на сцене ходить и двигаться под эту музыку». Вот такие прекрасные слова Марлен Балталевич пишет в своей автобиографии. Ну а мы продолжаем страничку русской классической музыки. Александр Бородин, ария хана Кончака. Исполняет Таир Бейшеев, дирижер, народный артист Кыргызской республики Нурманбек Полотов. Слету птицу не сбивают, возьми моих. Все пленником себя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленник, а не гость мой? Ты ранен в битве при Каяле и взят с дружиной в плен. Мне отдано пороки, а у меня ты гость, и почет у нас как храм. Все мое в твоих услугах. Сын с тобой, дружина тоже, ты как так. Здесь живешь ты так, как я. Сознайся, разве пленники так живут? Так ли? О, нет, нет, друг, нет, князь, ты здесь не пленник мой. Ты ведь гость у меня, дорогой. Знай, друг, верь мне, ты, князь, мне полюбился за отвагу твою, да за удаль в бою. Я уважаю тебя, князь, ты люб мне был всегда, знай. Да, я не враг тебе здесь, а хозяин я твой. Ты мне гость дорогой, так поведайшь мне, чем же худо тебе. Ты скажи мне. Хочешь, возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми булат заветный, меч дедов, немало вражьей крови. Мечом я этим пролил не раз в боях кровавых.
властна. Я грозою для всех был всегда. Я храбр, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, все трепещет кругом, но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Ах, не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось быть. Ты поверь мне. Учишь ли пленницу с моря дальнего чагу невольницу из-за Каспия? Если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, косы, как змеи, на плечи спускаются, очи черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под черных бровей. Что ж молчишь ты? Если хочешь, любую из них Таир Бейшеев. В уже далеком 1958 году Марлен Балталиевич закончил Московскую консерваторию. Как вы сегодня уже слышали в нашем фильме, его дипломной работой стала сложнейшая партия Фигаро в Севильском цирюльнике. Экзаменационная комиссия под председательством народного артиста Советского Союза Никанора Ханаева оценила выступление на отлично. Впоследствии эта партия стала его коронной в репертуаре. И окрыленный успехом в октябре 1958 года Марлен Темирбеков вернулся на родину и сразу был принят в труппу Кыргызского государственного театра оперы и балета. И с тех пор в течение 30 лет его имя украшало афиши нашего театра. Давайте еще поаплодируем нашему великому маэстро и его памяти. Спасибо. А сейчас я хочу пригласить на нашу сцену человека, которая всегда была украшением нашего класса, олицетворением грации и красоты, любимицей Марлена Балаталиевича, заслуженную артистку Кыргызской республики Заиру Раимбекову. Джузеппе Верди, ария Аиды из оперы «Аида». Дирижер, народный артист Кыргызской республики Нурманбек Полотов. Vincitor del Padre mio, che non voglio per me, per donarmi una patria, una regia, e mostra noi che qui c'è l'arma forza. Vincitor dei miei fratelli, con Dio lo vita, Tito del sangue amato, trionfo
ed è da carro, padre, da te, tua vita. E sana parola, mi sperdete, al seno d'un padre la figlia ardente. Sventurata che dissi l'amor mio non vuoi scordar possio questa fermina vera che presa schiava giù di sol qui
Джузеппе Верди, дуэт дочери и отца, дуэт Аиды и Аманасро. Исполняют заслуженная артистка Кыргызской республики Заира Раимбекова и народный артист Кыргызской республики Каимбек Кускаков. Non la sfoggia lo sguardo, d'amor ti strugge per Radames, e t'ama, tu l'attendi, del faraon la figlia tua rivale, rossa infame, aborrita e noi fatale. E so potresti io Damanasra figlia in poter di lei, no, se la brami la passente rival, tu vincerai, e patria, e trono, e amor, tutto tu avrai. Rivedrai le foreste imbalsamate, le froste valli, i nostri templi d'or. rivedrò le foreste imbalsamate, le fresche valli, tempio nostri amor. Ora baldite noi daresti monte, trimpo di immensi vi potrai gioir. Un giorno solo si giornata, una di calcio, e poi morire, Ora menti che noi leggiamo delle cose i nostri e l'ore profano, tra sincerti le vergini rapite, madri e chi fanciole trucidò. Oh, veramente, quali nostri giorni, rapido l'olti, che mia cosa Ed sta il popolo nostro, tutta pronta già, vittoria avrem. Solo saper mi resta, qual sentieri il nemico seguirà. di scoprir la patria, mai Tu stessa, Radames, so che quella attendi e t'ama e conduce le giti, intendi che mi consigli tu. sorgete e giceco, orti col fuoco struggete le nostre città. Che terrore le stragine portiva al nostro furore più freddo. Tutti di sangue scorrono sulle città di vinti, dai negri vortici si levano le stinti, e di tane si gridano per te la pace.
Требали скарни брача, Солька Подолева, Твоя Греле, Кралисата и Малдича. Non sei mia figlia dei faraoni, tu sei la schiava. Дорогие друзья, с вашего позволения, я хочу несколько слов сказать о замечательной семье Марлена Балталиевича, которую он создал со своей супругой Валентиной Петровной, с которой они пронесли свою любовь через всю жизнь. 53 года совместной жизни. И, конечно, подтверждением их любви стало рождение сына Александра, который сегодня в нашем зале. Давайте Александру еще раз поаплодируем и поздравим с этой знаменательной датой, у которого, в свою очередь, родилось 2 сына, и у Марлена Балталиевича, самое главное, уже есть правнук. Я позволил себе написать вот такое прекрасное небольшое стихотворение. «Великая так часто дружит с чудесами. И ты всегда был среди нас своим, красивый, добрый, с умными глазами, с прекрасным именем Марлен. Горит звезда на небосклоне, зажгла любовь, и ей озарена. Утрата болью в сердце стонет, невосполнимая и горькая она». И я хочу исполнить один из его любимых романсов, написанный композитором Петром Булаховым, «Гори, гори, моя звезда».
бекетная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Звезда любви, звезда волшебная, звезда моих минувших дней. Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Ты будешь вечно неизменная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Умру ли я, ты над могилою гори, сияй, моя звезда. Гори, сияй, моя звезда. Спасибо, дорогие друзья. В камерных концертах Марлена Балталиевича в основном аккомпанировала известный концертмейстер Слава Марковна Окунь, с которой маэстро сотрудничал в нашем театре много лет. Ну а в нашем зале, дорогие друзья, сегодня присутствует удивительный человек, замечательная женщина, которая проработала вместе с Марленом Балталиевичем около 20 лет. Это наша любимая Наталья Алексеевна Яхонтова. Давайте ей тоже поаплодируем. Но сейчас я хочу пригласить необыкновенное, прекрасное и очень популярное в Кыргызстане трио, в составе которого блистает выпускник Марлена Балталиевича, а ныне заслуженный артист Кыргызской республики Токтагул Рысалиев. Итак, встречайте заслуженные артисты Кыргызской республики Токтагул Рысалиев, Телек Найманбаев, а также Талант Такамбаев. Малдыбаев Власов Фере, песня «Кульчоро» из оперы «Айчурек». У дирижерского пультра народный артист Кыргызской республики Джумакадыр Каниметов.
все-таки хочется сказать, что все знают всемирно известное итальянское трио, да? Ну, а мы теперь знаем и любим наше кыргызское трио теноров. Марлен Балталич неоднократно представлял национальное кыргызское вокальное искусство в гастрольных поездках по Советскому Союзу. Он пел в колонном зале Дома Союза в Москве, вместе с родным театром выступал в столицах бывшего СССР. Его партнерами по сцене были известные певицы, народные артистки Советского Союза, солистки Большого театра Ирина Масленникова, Тамара Милашкина и Евгения Мирошниченко. Сегодня у нас еще один прекрасный сюрприз. Дело в том, что нас, его учеников, прилетел поддержать из города Ош один из выпускников Марлена Балталича, заслуженный артист Кыргызской республики, доцент Ошского государственного университета Абди Кажамжаров. Встречайте, который продолжит киргизскую вокальную страничку нашего концерта. Калы Малдыбасанов, Силькиге. Дирижер, народный артист Кыргызской республики Джумакадыр Каниметов. Sorma var solu gözümde, zıplanan sökün sözümü, sığdasa sen demece vay, sarılaşkın seni gözümde. Akıl koyma yer gibi da, aşkın seni sevgege. Абди, аплодисменты вам. Спасибо за ваш теплый прием, дорогие друзья. В классе нашего любимого педагога всегда царила атмосфера теплоты, и мы, ученики, вышедшие из-под крыла Марлена Балталича, любили навещать его после окончания консерватории, вспоминали вместе с ним наши учебные годы. И он предавался воспоминаниям, которые на самом деле были для нас весьма поучительными. Ведь это был его большой путь в искусстве и жизненный опыт, а также четкая позиция гражданина и патриота. И сейчас на сцене вновь уже полюбившееся нашему зрителю трио в лице заслуженных артистов Кыргызской республики Тактагула Рысалиева, Тилека Найманбаева, а также Таланта Такамбаева. Шаршен Термичиков, Кантын Бар. Дирижер, народный артист Кыргызской республики Джумакадыр Каниметов. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, саламатсыздарбы, жердештер, айылдаштар отурса керек ушул жерде. Мына биздин атабыздын 90 жылдык бул киши болгондо
мынакей асты Германияда да жүрет, оқушылардың асты чет мемлекетте бір топ оқушылар да жүрет та. Ана біз абдан қуаныштабыз, мына ушу кишинин колунан оқып қалдық. Қырғыз жұртшылығына қызмат қылған, қырғыз элибизге қызмат қылған профессор, Қырғыз Республикасының ел әріптесте Марлен Темирбеков ағайыбызға бір поклон қылып қоялы, арбағы менен разы болсын, туғандар. Одним из любимых исполнителей советской эстрады и песни Марлен Балталиевича являлся Муслим Магомедович Магомаев, которого он всегда приводил в пример. И с вашего позволения я исполню одну композицию из репертуара великого маэстро Магомаева «Синяя вечность». За дирижерским пультом народный артист Кыргызской республики Нурматбек Болотов.
говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди. Сердце, как друга, море встречает. Сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой, с собой. Море, возьми меня в дальние дали, паруса малый вместе с собой. Возьми с собой, возьми с В 1988 году состоялся прощальный спектакль Марлена Балталевича Темирбекова. Он исполнил партию Валентина в Фаусте Гуно в ансамбле с великим артистом, басом мирового уровня, народным артистом Советского Союза Булатом Минжилкиевым. Марлен Балталевич пел великолепно, вдохновенно. Его игра отличалась большим темпераментом. Марлен Темирбеков был не только прекрасный певец, но и замечательный актер. Это качество в нем всегда ценили и режиссеры, и прежде всего его партнеры по оперной сцене. Марлен Балталевич мечтал издать книгу. В ней было бы рассказано о его родителях, о его семье, о людях, которые одними из первых вошли в интеллектуальную элиту Кыргызской республики и сыграли огромную роль в развитии города Пишпека Фрунзе. Марлен Балталевич говорил: я обязательно напишу обо всем. К сожалению, он не успел. Но мы, ученики, продолжаем и пишем книгу его жизни. Джакомо Пуччини, ария Калафа из оперы «Турандот». Для вас поют заслуженные артисты Кыргызской республики Тактагул Рысалиев, Тилек Найманбаев и Талант Такамбаев. Дирижер, народный артист Кыргызской республики Жумакадыр Каниметов и хор Кыргызского академического национального театра оперы и балета имени Абдыласа Молдыбаева. Armi le stelle
Любимый тот счастливый, так в народе говорят. Это строчка из стихотворения, написанного Марленом Балалеевичем в последние годы его жизни. Его действительно можно назвать счастливым. Человек высокого долга, блестящей карьеры, глубокой мудрости. Таким Темирбеков Марлен Балаталиевич останется в нашей памяти, памяти его учеников и всех, кто его знал и любил. Ну и закончить мы хотим на позитивной ноте. Джузеппе Верди «Застольная» из оперы «Травиата». Исполняют все солисты сегодняшнего концерта, хор и оркестр. Leviamo nelle di carici che la bellezza ne fiora e la fugge allora mia volontà Leviamne dolci fremiti suscita l'amore poiché quello che ha nel cuore onnipotenza va. Leviamo amore, amore, che ne ci di baci avrà. Хотел бы пригласить сюда нашего дорогого Александра Марленовича, сына Темирбекова. И обязательно хочу пригласить Руслана. Это родной племянник по линии матери. Это сын Чолпоныджи. Рустам, я тебя приглашаю на сцену. Пару слов.
Руслан буквально накануне этого концерта прилетел из США. Дорогие друзья, от души благодарен этому театру, этим людям и вам. Спасибо, что пришли. Я вас всех люблю. Я вообще благодарен всем присутствующим, которые пришли сегодня отметить это великолепное событие. Спасибо огромное театру за предоставленную возможность сделать такой великолепный концерт. Спасибо всем участникам. Я очень рад вас всех видеть сегодня с Заирочкой. Самая любимая ученица моего дяди Марлен Молоталевича. Ну и, конечно же, каждого особо отмечая, хочу, чтобы вы еще раз поаплодировали тем людям, которые до сих пор любят моего дядю. Человек, который нам вселил любовь к искусству в нашей семье. Человек, которого каждый из вас видел только в галстуке. Вы замечали? Человек, который... Я никогда его даже дома не видел в спортивных штанишках там или футболке. Он всегда прививал красоту нам. Он всегда был прилизан. Вы замечали, как он чисто, аккуратно одевался? И такой же был в характере. И такой же был, наверное, вот воспитание его передавалось нам, вы знаете, когда вот он присутствовал, где бы ни был, просто за чаепитием всегда воцарялась красота. И вот эту сегодняшнюю красоту вы сегодня показали на сцене. Спасибо вам большое. Я единственный племянник его. Племянниц много, я единственный. Сегодня на кладбище я сказал такие слова. Тахаи да джаи хавпадар. Один дядя со стороны мамы стоит 7 отцов. Он был действительно великим отцом. Спасибо вам. Қымбатты қонақтар, сіздерге абдан чоң рахмат. Сіздерменен қоштаспайбыз. Тағы ушул жақсылықтарда кезігішелі бар болыңыздар. Үйіңіздерге аман-есен жетіп алыңыздар. Мы не прощаемся с вами. Мы только говорим вам до свидания.